Яркий исполнитель, многогранный талант и просто человек с большим сердцем. Таким навсегда запомнили в Ардоне своего земляка, основателя хора героической песни Барту Дзугаева. И хоть его уже давно нет с нами, коллектив продолжает жить и радовать поклонников своим творчеством. Дана Малышева расскажет, как в республике хранят и развивают древнее искусство. Эта песня прославляет лучших сынов осетинского народа, противников алдаров, могущественных аристократов Средневековья, участников русско-японской и Великой Отечественной войны. Так в Ардоне уже 65 лет чествуют наших героев и защитников. У нас были и в те времена герои местного разлива. Ардон это считается как колыбель музыки, колыбель культуры. И как ни в Ардоне, чтобы хор состоялся. И кто, если не известный солист Барту Дзугаев, мог основать хор героической песни? Благодаря ему зазвучал обрядовый фольклор осетинского народа. Репертуар, конечно, с годами менялся, но старинное пение для свадеб, сельскохозяйственных работ, рождения ребенка не подвластно времени. Много молодежи обращается к нашему песнопению, к традиционному, которое используется при рождении малыша и проходит все стадии формирования личности в осетинском обществе. То есть каждому мероприятию соответствует какая-то песня, и эта песня варьируется от место, где она исполняется, в каждом селе по-своему, в каждом ущелье по-своему. И интерес к этому проявляется все ярче и больше. Только вот в ардонском хоре молодежи нет. В среднем участникам не меньше 70 лет, а петь приходится по 6 часов в неделю. У коллектива есть жизненная потребность в молодых голосах. Исполнителей меньше стало, потому что вот это нам помешал ковид, или как там его проклятие жизнь называется. Это 50% участников у нас забрала вот эта болезнь. Я бы хотел, чтобы еще больше молодых людей сюда завлечь, чтобы организовали «Мы же не вечные». Я когда-то был самым младшим, сейчас я, наоборот, самый старший вот в коллективе. Такие самобытные коллективы в республике можно пересчитать по пальцам. И очень важно вовремя передать накопленный десятилетиями опыт. Пока молодежь слышит, слушает и запоминает, древнее искусство обязательно будет жить. Дана Малышева, Артур Гаглоев, Новости Осетии.